Ассаламу алейкум, друзья! Сегодня я выступаю с этим видео по теме «Уйгурская автономия в Казахстане. Проект, который похоронили». Этот вопрос неоднократно поднимается и обвиняют в этом уйгуров различные казахские националисты. И вот люди, не владея историей этого вопроса, делают какие-то выводы. Этим видео я решил внести ясность и понимание о том, что происходило, как это было. В этой истории нет фантазий, нет мифов о великой тайне, нет конспирологии. Есть документы, доклады Наркомнадзора, записки ОГПУ, постановления партийных комитетов, протоколы допросов 1937 года и много-много других документов, которые я позже перечислю. На их основе я сегодня расскажу, о чем в Казахстане десятилетиями умалчивали, о проекте Уйгурской автономной области на территории Казахстана. Если любое упоминание в истории уйгуров и слове «автономия» вызывает страх, это проблема не истории, а современной политики. Мы говорим об архивных документах прошлого века, а не о политических требованиях сегодня. Этот проект был. У него были авторы, сторонники, противники, и был момент, когда он стоял очень близко к реализации, а потом исчез. Почему Москва, в принципе, была готова обсуждать уйгурскую автономию? Почему часть казахстанской номенклатуры ее поддерживала, а часть боялась как огня? И почему спустя десятилетия любой уйгур на высокой должности, вроде Юсупова, воспринимается как опасный сигнал? Давайте разберемся. Откуда вообще взялась идея уйгурской автономии? После революции 1917 года большевики запустили масштабный эксперимент – национальное государственное строительство. Формула была простая. Крупные нации – союзная республика, меньшим по численности – автономия, еще меньшим – национальные районы. В Средней Азии появлялись казахская, узбекская, туркменская, таджикская и так далее союзные республики. И в эти же годы в Москве начинают внимательно смотреть на одну группу, которую раньше никто особенно не считал политическим фактором – уйгуров Семиречья. Они отличались от многих. У них была своя четкая идентичность, своя городская и сельская культура, свои религиозные и образовательные структуры. И главное, они жили по обе стороны границы, в Китае и в СССР. В 20-е годы в докладах Наркомнадзора и местных партийных органов все чаще появляются формулировки «уйгурское население Семиречья», «уйгурские волости», «уйгурские школы». И примерно с середины 20-х годов прошлого столетия в Алмате и в Москве начинают обсуждать вопрос, который сегодня звучит как фантастика. Нужна ли уйгурам своя автономная область на территории Казахстана? Кто продвигал проект автономии? У таких проектов не бывает безликих инициаторов. Всегда есть конкретные люди, которые пишут записки, собирают совещания, спорят в кабинетах.
Среди тех, кто в разные годы поддерживал идею оформления уйгурской автономной единицы в составе КАЗ СССР, можно выделить несколько фигур. Первый. Абдукерим Джапаров. Уйгурский партийный деятель, один из тех, кто в 20-е и начале 30-х годов занимался организацией национальных школ и культурных учреждений в уйгурских селах. В его служебных записках, адресованных республиканскому руководству, уже тогда появляется мысль: если есть компактно проживающее уйгурское население, если у него есть свои школы, клубы, газета, логично оформить это в виде отдельной административной единицы. Второй. Исаак Аримов. Секретарь Алматинского обкома, который на практике поддерживал расширение сети уйгурских школ и культурных центров. Он не всегда напрямую говорил об автономии, но последовательно продвигал идею. Уйгуры – это не просто диаспора, это часть многонационального Казахстана со своим пакетом прав. Третий. Төрекул Жургенов. Нарком просвещения КАЗ СССР, реформатор, связанный с проектами национальных театров, школ, издательств. Для него логика была такой: если мы строим социалистическое государство, каждая национальная группа должна иметь форму институционального представительства от школы до органов управления. Четвертый. Сеидкали Мендешев. Один из первых руководителей КАЦЦИК, работавший с национально-территориальными проектами. В его окружении обсуждались идеи, что на востоке республики возможно создание особого округа с уйгурским большинством. Пятый. Юлдаш Ахун. Представитель уйгурской интеллигенции, связанный с культурными и религиозными структурами. В ранних письмах и проектах уйгурских активистов начала 1930-х годов он фигурирует как человек, который поддерживал идею политического оформления уйгурского присутствия. Все эти люди были очень разными по складу, темпераменту, взглядам, но их объединяло одно – понимание, что уйгуров в Казахстане много, и они рано или поздно все равно станут политическим фактором. Вопрос только в том, будет ли это оформлено цивилизованно или взорвется. Кто и почему блокировал автономию? У этой истории есть и другая линия – линия сопротивления. Филипп Голощекин, первый секретарь КАЗ крайкома, вошел в историю как человек, который проводил жесткую линию по укреплению вертикали и не терпел никаких форм самостоятельности на местах, ни национальной, ни региональной. Для Голощекина идея любой автономии, тем более для трансграничного народа, как уйгуры, выглядела как потенциальная угроза. Санжар Асфендияров, крупный ученый и нарком здравоохранения, в своих оценках тоже был осторожен. Он видел, как тяжело страдает республика от голода и репрессий, и понимал, что еще одна автономия может вызвать сложности как внутри Казахстана, так и в отношениях с Китаем. Ураз Исаев, председатель Совнаркома КАЗ СССР, опасался усиления уйгурского фактора в приграничных районах. С его точки зрения, уйгуры должны были получать культурные права, но не политическое оформление в виде отдельной области. И, наконец, ОГПУ, а затем НКВД. В аналитических записках по Средней Азии и Казахстану в начале 1930-х годов прямо указывалось: уйгуры имеют связи с Китаем, в Синьцзяне периодически вспыхивают восстания, существует риск, что автономия уйгуров на советской территории может стать магнитом для населения СУАР. С точки зрения силовых структур, уйгурская автономия была не проектом развития, а потенциальной военно-политической проблемой.
В результате к середине 1930-х годов складывается жесткий консенсус против автономии. Часть казахстанской номенклатуры боится потерять контроль над приграничными районами. Москва боится осложнений с Китаем. Силовые органы боятся трансграничной мобилизации уйгуров. Большой террор и исчезновение темы. 1937-1938 годы стали концом не только для тысячи казахских, русских, корейских и других интеллектуалов. Это был практически конец для уйгурского проекта. История покажет, что это была промежуточная остановка. Но тем не менее, проект уже был положен в дальний угол сейфа. Все, кто так или иначе выступал за институализацию уйгурского присутствия через школы, советы, культурные структуры, отдельные районы оказались под подозрением. Обвинения были стандартные. Буржуазный национализм, связи с иностранными центрами, поддержка восточно-туркестанского движения. Именно в эту мясорубку попадают многие из тех, о ком мы говорили ранее. Проект уйгурской автономии не закрывается отдельным постановлением. Он просто исчезает из переписки. Нет больше служебных записок с предложениями. Нет больше рабочих групп по национальному районированию с участием уйгуров. Нет больше разговоров о возможной автономной области. В архивных делах 1938-1939 годов прошлого столетия уйгуры уже фигурируют не как потенциальные носители автономии, а как объект наблюдения и контроля. С этого момента в отношении уйгуров закрепляется новая негласная линия. Культурные права – да, политическая субъектность – нет. После ликвидации Восточно-Туркестанской республики, которая существовала с 1944 года по 1949 год, и прихода к власти коммунистов в Китае, тысячи уйгуров, казахов и других народов бежали в СССР. В Казахской ССР формировались крупные уйгурские культурные центры – Алма-Ата, Талдыкурган, Панфилов, ныне Жаркент. С 1954 года партийные органы начали вновь обсуждать возможность создания административной автономии. Вопрос об автономии увязывался с советской национальной политикой и с ухудшающимися отношениями между СССР и КНР. Участники и инициаторы. Никита Сергеевич Хрущев, лидер СССР, рассматривал политические последствия проекта и его влияние на отношения с Китаем. Жумабай Шаяхметов, первый секретарь Казахстана до 1954 года, поддерживал идею выделения уйгурской автономии. Динмухамед Ахмедович Кунаев, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана, выступал за широкую культурную автономию, однако осторожно относился к созданию отдельной республики. Обкомы Алматинской, Талдыкурганской и Панфиловской областей, местные структуры, инициировавшие проекты укрепления уйгурских районов. Уйгурская интеллигенция в Казахстане, редакторы газет, ученые, педагоги, общественные деятели, ставившие вопрос о политическом оформлении своего статуса. МИД СССР и КГБ, структуры, оценивающие международные риски, связанные с проектом. Цитаты из советских документов по публикациям и пересказам. Необходимо рассмотреть возможность автономного управления для уйгурского населения Алматинской области. Этот вопрос имеет стратегическое значение. Формулировка из служебной записки руководства КАС СССР в Москву середины 50-х годов прошлого столетия. Создание автономной области позволит стабилизировать приграничные регионы и укрепить культурную самобытность проживающих там народов. Выдержка из протокола одного из заседаний областного комитета партии.
Китайская Народная Республика выражает озабоченность возможным подрывом территориального суверенитета и требует разъяснений. Пересказ содержания донесения МИД СССР по итогам контактов с Пекином в начале 1960-х годов. Я должен всем сказать тот факт, что в то время рассматривалось, что в состав Уйгурской автономной области войдут Алматинская область, Талдыкурганская область, точнее районы Панфиловский, Уйгурский, Кегенский, Нарынкольский, Чиликский, Энбекши-Казахский. И в связи с подготовкой данного вопроса также в городе тогда Целиноград, ныне Астана, был построен целый правительственный комплекс для ряда министерств, которые должны были переехать в Целиноград. Но в силу того, что проект не был реализован, эти здания были использованы уже под другие нужды. Итак, хронология событий. 1930-1934 годы. Первая волна бегства уйгуров и казахов из Китая. 1944-49 годы. Существование Восточно-Туркестанской республики. 1949 год. Падение ВТР и массовые репрессии в СУАР. 1950-53 год. Укрепление уйгурских общин в Алмате и Семиречье. 1954 год. Предложение об автономии от руководства Казахской ССР. 1955 год. Создание СУАР в Китае. Москва рассматривает аналогичную структуру для беженцев. 1956-58 годы. Обострение отношений СССР к КНР. Вопрос автономии становится частью приграничной политики. 1959-1962 год. Массовый исход алматинской эмиграции из Китая и усиление уйгурского фактора. 1962-1963 год. Формальные протесты Китая против возможной автономии и обвинения в подрыве суверенитета. 1965 год. Проект фактически сворачивается по внешним политическим причинам. Причины сворачивания проекта. Ухудшение отношений с Китаем. Китайское руководство расценило обсуждение уйгурской автономии в СССР как потенциальный вызов своей власти в СУАР. Опасения Москвы по поводу возможного военного или серьезного дипломатического конфликта на фоне уже имеющихся спорных вопросов. Прямые протесты китайского МИДа и предупреждения о том, что шаги в отношении уйгуров могут рассматриваться как вмешательство во внутренние дела КНР. Внутренние опасения советского руководства относительно межэтнического баланса в Казахской ССР и возможного роста национальных движений других народов. Историческая значимость для уйгуров. Проект советской уйгурской автономии имеет фундаментальную значимость, подтверждает признание уйгуров как политического народа и субъекта, а не просто этнографической группы. Демонстрирует, что в отношении уйгуров рассматривались не только культурные, но и политико-территориальные формы самоопределения. Доказывает существование реальных проектов автономии, что опровергает мифы о неспособности уйгуров к государственности. Показывает стратегическую важность уйгуров для СССР и глубину связи уйгурского вопроса с холодной войной и советско-китайскими отношениями. Объясняет часть современных трагедий как результат международных решений, сделанных без учета долгосрочных интересов самого народа.
раскрывает альтернативную историческую траекторию, в которой у уйгуров мог бы быть собственный признанный центр автономии. С того момента, как фактически проект был свернут, он стал тем, чем мы его знаем сегодня. Историей, которая когда-то была в рабочих папках, но так и не дошла до печати на официальном гербовом бланке. Как это было связано с фигурой Юсупова? Логичный вопрос. При чем здесь вообще Юсупов? Какая связь между проектом автономии 1930-60-х годов и уйгурскими чиновниками в Казахстане уже в постсоветскую эпоху? Связь в памяти системы. Для государства сначала советского, потом независимого казахстанского уйгуры всегда были особой группой. Трансграничный район, трансграничный народ, живая связь с Восточным Туркестаном, возможный канал влияния и одновременно люди, которые лучше всех понимают, что происходит по ту сторону границы. Когда в системе появляется уйгур на высокой должности, вроде Юсупова и других, это воспринимается не так, как в случае представителей титульной нации. На него смотрят через призму. А не станет ли он точкой сборки для диаспоры? Как на это посмотрит Китай? Какие у него связи за пределами Казахстана? При этом диаспора, особенно часть активной уйгурской среды, часто ждет от такого человека невозможного. Раз он уйгур, он должен открыто поддержать уйгурские политические требования. В результате любой успешный уйгурский чиновник оказывается между трех огней. Подозрение со стороны части казахстанской элиты, молчаливое недоверие со стороны Китая и иногда очень жесткое давление ожиданий от собственной диаспоры. Юсупов не инициатор проекта автономии. Он симптом того, что тема политического статуса уйгуров в Казахстане так и не была честно решена. Проект уйгурской автономной области похоронили. Но вопросы, которые стояли за этим проектом, никуда не исчезали. История уйгурской автономии в Казахстане – это не история о том, что нам должны были дать и не дали. Это история о том, как геополитика, страхи элит и репрессии перекрыли естественный путь развития одного народа внутри многонациональной страны. Сегодня мы можем хотя бы назвать по именам тех, кто пытался искать для уйгуров цивилизованное институциональное решение, и тех, кто этого боялся. Мы можем поднимать архивы, говорить об этом открыто, не для того, чтобы вернуть прошлое, а для того, чтобы увидеть, как оно на самом деле выглядело. Потому что до тех пор, пока история уйгуров в Казахстане будет состоять только из слухов, взаимных обвинений и стереотипов, будет очень легко манипулировать и казахами, и уйгурами, и всеми остальными. А когда есть документы, имена и хронология, манипулировать становится намного сложнее. Это и есть цель моих видео. Список архивов в Казахстане. Центральный госархив РК, фонды Наркомата просвещения КАС СССР по национальным школам и районам, фонды КАСЦИК и СНК, КАС СССР по национально-территориальному районированию, материалы о национальных районах и сельсоветах Семиречья 1920-30-е годы, записки и доклады об этническом составе восточных районов Казахстана.
В архиве президента Республики Казахстан аналитические записки о положении уйгуров, материалы по советско-китайским отношениям в части трансграничных народов, документы по событиям 1962 года, массовый выход из СУАР. Архив Кунаева, записки, дневниковые записи и служебная переписка по национальному вопросу. Архив КНБ, бывший архив КГБ КССР, спецхран. Дела по линии национальное меньшинство, обзоры по уйгурскому вопросу в КССР, аналитические сводки по приграничным районам и движениям СУАР, документы по переселению 1962 года. Областные архивы Алматинской области, Панфиловский, Жаркентский, Талдыкурганский и другие. Протоколы райисполкомов, материалы по созданию национальных сельсоветов. Статистика по национальному составу, переписка с Алматой о статусе уйгурских сел. В России Росгосархив социально-политической истории, в нем фонды Наркомнадзора, документы ЦК КПСС по национальной политике, переписка по национальному районированию в Средней Азии, доклады о трансграничных народах, уйгуры, дунгане и другие. Российский государственный архив новейшей истории, материалы по советско-китайским отношениям, документы по Синьцзяню и реакции СССР на восточно-туркестанские движения. Архив Министерства иностранных дел СССР, переписка с КНР по пограничным и национальным вопросам 1955-1965 годы. Архивы бывших органов госбезопасности в РФ. Аналитические обзоры по уйгурам, решения по опасным национальным элементам в КАЗ СССР. Зарубежные исследования, мемуары и аналитика. Линда Бенсон. The Rebellion, the Muslim Challenge to Chinese Authority in Xinjiang. 1944-1949 годы. Классическое исследование Илийского восстания и Второй Восточно-Туркестанской республики. Justin Jacobs. Xinjiang and Modern China State. University of Washington Press. 2016 год. Анализ формирования китайской государственности в Синьцзяне, отношения с СССР и политики в отношении уйгуров. Джеймс Милворд. Eurasian Crossroads. History of Xinjiang. Yale University Press. Широкая панорама истории регионов со сравнением разных имперских проектов. Набиджан Турсун. The Formation of Modern Uyghur Historiography and Competing Perspectives Towards Uyghur History. China and Eurasia Forum, Quarterly, 2008 год. Анализ формирования современного уйгурского национального самосознания и историографии. Набиджан Турсун. Работы по истории восточно-туркестанских республик и становлению уйгурской нации в 20 веке. Серия исследований и книг. Исследования по советско-китайским отношениям и инциденту ИИТА 1962 года, где обсуждается бегство уйгуров и роль СССР в приграничной политике. Работы о переселении уйгуров в Казахстан и Советскую Центральную Азию. Статьи об истории миграции и формировании диаспоры. Ключевые цитаты из зарубежных исследований и мемуаров. Линда Бенсон подчеркивает, что Илийское восстание 1944 года в Восточной Туркестанской республике напрямую бросили вызов китайскому суверенитету не только в 3 округах, но и во всем Синьцзяне. Пересказ по Бенсон. В одном из выводов Бенсон отмечает, что для китайского правительства после 1944 года первоочередной задачей стало восстановление контроля над Синьцзяном и нейтрализацией тюркско-мусульманского национализма. Набиджан Турсун пишет,
что формирование современной уйгурской идентичности и национализма в XX веке имеет глубокие корни в исторических и политических процессах. Они являются искусственным продуктом поздних десятилетий. Тот же Турсун отмечает, что создание Восточно-Туркестанской республики стало поворотным моментом, когда идея уйгурской нации получила институциональное выражение в форме государства. Джастин Джейкобс, анализируя 1950-60-е годы, показывает, что Пекин стремился к так называемой скорлупочной автономии, формально признавая автономные структуры, но максимально ограничивая их реальные полномочия. Исследования по советской политике в отношении уйгуров в Казахстане указывают, что Москва использовала поддержку национальных движений как инструмент внешней политики, но одновременно боялась усиления самостоятельного национализма в союзных республиках. В ряде работ по миграции уйгуров в Казахстан подчеркивается, что переселенцы рассматривали СССР как возможное пространство безопасности и как место, где их национальная идентичность могла получить официальный статус. Это не просто история. Эта история имеет важное политическое значение для уйгуров. История возможной автономии показывает, советская власть признавала политическую субъектность уйгуров. Это важнейшая точка. Сегодня Китай заявляет, уйгуры не народ с правом на самоопределение, а региональная группа внутри Китая. Архивы СССР показывают обратное. Уйгуры – отдельная этническая группа, имеющая право на форму автономии, признанная внешней силой СССР, с исторически закрепленной территорией проживания, семиречья. Это мощный аргумент в международных спорах для уйгуров. Это разрушает китайский нарратив о внутреннем деле. Китай строит политику следующим образом. Уйгурский вопрос локальный. Он никогда не существовал за пределами Китая. Но архивы показывают, СССР вел политику, изучал, обсуждал, проектировал уйгурскую автономию за пределами Китая. То есть вопрос уйгуров международный, а не внутренний. Это политический прецедент. Если один раз международная структура рассматривала уйгуров как народ, достойный автономии, то сегодня это может служить аргументом в ООН, в международных судах, в делах по геноциду, в антикитайских расследованиях, в отчетах правозащитных организаций. Уйгуры – народ с историей административных притязаний. Юридическое значение. Архивы показывают, что преследование уйгуров системное и длительное. Существовали попытки политической организации, которые подавлялись. Была политика контроля над уйгурами со стороны СССР, КНР, КГБ, КНБ. Уйгуры – исторически уязвимая группа. Проект автономии плюс его блокировка – это государственное подавление политического выражения меньшинства. Политический дискурс показывает, что уйгуры исторически пытались выражаться, но это каждый раз пресекалось как опасность. Это объясняет, почему современные уйгурские активисты находятся в группе повышенного риска. Стратегическое значение помогает уйгурам понять, что их сегодняшняя проблема не новая. Это не китайская прихоть. Это страх государств перед уйгурской субъектностью, страх перед трансграничным влиянием, страх перед Уйгурстаном. СССР боялся, Казахстан боится, Китай боится, Турция временами боялась. Это говорит о масштабе проблемы. История не музей, это оружие. Культурное и психологическое значение. Данная информация возвращает уйгурам ощущение исторической непрерывности. Мы не разрознены. Уйгуры всегда имели политические проекты.
Уйгурская автономия обсуждалась даже в СССР. Мы есть фактор мировой политики, мы есть субъект. Мы существовали и существуем как политическая единица. Наша идентичность уникальна. Данная информация цена для уйгуров и дает гордость, достоинство, понимание исторической последовательности событий, восстановление памяти, которую пытались стереть, контекст, уверенность, чувство, что борьба имела место быть. В заключение. Комплекс советских инициатив по уйгурской автономии в сочетании с зарубежной историографией и мемуарными свидетельствами демонстрирует, что уйгурский вопрос в XX веке был не локальной темой, а элементом крупной геополитической игры. Уйгуры выступали не только объектом политики великих держав, но и активным субъектом, создающим республики, ведя переговоры и формируя собственные национальные институции. Проект «Автономия в Казахской ССР» занимает в этой истории особое место, как нереализованный, но принципиально важный сценарий развития. На сегодня все. До новых встреч. Я жду ваши комментарии. Всего доброго.